Вот. Ну и еще раз добрый день, дорогие коллеги. Может, среди нас уже есть и будущие коллеги, можно сказать, да? Хочу, во-первых, поздравить вас с наступающим Днем библиотек. Мгм. И очень рада видеть сегодня у нас вас на нашей встрече, посвященной Общероссийскому дню библиотек, который отмечается начиная с 1995 года по указу президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. И сегодня, Мария Витальевна, мы хотим пообщаться с вами, можно так сказать, да, диалог на равных. Узнать, почему же профессия библиотекарь, да, и немножечко развеять стереотипы и мифы о нашей профессии. Вот, и давайте сразу же начнем, Мария Витальевна. Первый вопрос. Почему же именно профессия библиотекарь? Что вас вот натолкнуло, да, поступить именно на библиотекаря? Вообще, как вы пришли к этому? Или, может быть, у вас была такая династия семейная библиотекарей? Или как? Просим, Ну, пожалуйста. давай. Ага. Забираю слово. Всем добрый день. Ну, вижу, да, коллеги в основном, и там есть неизвестные аккаунты, может, есть кто-то и не из наших, но будет очень забавно пообщаться и с нашими, как ты сказала, в неформальный диалог на равных, а то обычно тут у нас планерки до планерки, поэтому всем добрый день, и тебе, Татьяна, спасибо, что пригласили. Ну что ж, да, такой вопрос стандартный, да, на самом деле, наверное, очень многие хотят на него услышать ответ. Почему же именно библиотекарь? Но сейчас никого не удивлю, наверное, или еще как. Я на этот вопрос каждый раз даю разный ответ. Если почитать где-то, послушать, еще кто-то когда-то спрашивал, и я так смотрю, ответы как-то они друг от друга отличаются. И если быть вот так откровенным, то да, специально я эту профессию на самом деле не выбирала. Ой, Татьяна, выключи. Ага. Все, да? Ага. Так вот. Связь плохо. Все нормально? Все слышно? Ага. Выключите Елену, она перебивает. Все, ага. Отлично. Елена, извините, мы вас выключили. Так, продолжаем. Таня, кивни, меня же слышно, да? Ага, хорошо. А то я как будто сама с собой разговариваю тут. Так вот, продолжаем, да, почему библиотекарь. И в наше время, ну, такая шутка, конечно, была в АГИКИ, в Арктическом институте культуры и искусств, что на библиотекаря поступили те, кто не поступил на филологический, в то время ЯГУ, да, было. Но я не поступала на филологический ЯГУ, и в тот год, когда поступала, я поступила на несколько факультетов, то есть в ЕГУ было, и в ЕГСХ, и в АГИКИ на библиотекаря. О профессии, конечно, библиотекаря, о том, что обучают на библиотекаря, я особо не знала, чему там будут учить, что это такое, и мне это было, показалось интересным, такая некая неизвестность, да, и все-таки у меня тетя, но она же давно, далеко на пенсии, она работала в свое время, как мы любим называть, в Пушкинке, и я там в детстве очень много времени на самом деле проводила, я считала эти шахматы огромными, свой рост, я помню, там стоят шахматы, поэтому библиотека как-то со мной всегда была, и в детстве тоже я первым делом, когда научилась читать, сама пошла, записалась в библиотеку, хотя она находилась очень далеко от дома, там через лес надо было идти, через тайгу, вот. И вот, да, я вот так выбрала эту профессию, и на самом деле не жалею, уже сколько лет-то прошло с выпуска, я даже посчитать боюсь. Так что я думаю, я ответила, наверное, на твой вопрос. Ага, да, спасибо большое за такой развернутый, можно сказать, честный, интересный ответ.
Ага. И сразу хочу перейти ко второму вопросу. И теперь хочу вот поговорить с вами о вашем опыте работы. Как я вот уже знаю, да, и, наверное, уже многие наши коллеги знают, вы работали в библиотеке Санкт-Петербурга. Это, Так. кажется, было в первое время, да, как вы закончили институт. Ага, и хочу вот спросить сразу, есть какое-нибудь отличие в работе, как можно сказать, наше и ваше? Да, каюсь, было дело, работала. На самом деле свою, так как я уже можно называть, библиотечную карьеру начинала в библиотеке для слепых, в Республиканской библиотеке, потом я работала в Национальной библиотеке, в научно-исследовательском центре книжных памятников, потом оказалась вот, да, в Санкт-Петербурге. Там я работала в централизованной библиотечной системе Петроградского района. Как раз метро Петроградская, там находился филиал назывался Центральная районная детская библиотека. Я была там библиотекарем библиотечно-информационного центра, то есть совмещенного читального зала с компьютерным классом. Я очень любила свою работу, да, считала, наверное, ее там лучшей вообще во всем Санкт-Петербурге, и если так подумать, отличия как такового, конечно, на самом деле нету. У нас же по всей России, в принципе, все библиотеки нашей страны работают по одному принципу. У нас одно такое академическое образование, и соответственно, строй наших централизованных библиотечных систем и публичных библиотек, он более-менее, на самом деле, одинаковый и похож. Но было одно большое отличие. Оно есть сейчас, конечно, это постоянное повышение квалификации на федеральном уровне. Все-таки центр, да, можно так сказать, нашей страны, и поэтому почти каждый месяц там проходили лекции, семинары, форумы, перечислять можно очень много, то от Российской национальной библиотеки, то постоянно приезжали из Российской государственной библиотеки, из молодежки, из детской, из библиотеку слепых, даже мы, вот, вроде бы публичная библиотека тоже, да, но мы постоянно повышали квалификацию Всероссийской библиотеки для слепых. Поэтому, так сказать, мне кажется, что это существенно как-то подталкивает работать по-другому, потому что все, что узнавалось, сразу же применялось в практике на следующий день. И еще такое отличие, наше руководство постоянно ездило в командировки в Европу, потому что рядом, да, и каждый раз привозило с собой новые практики. И считаю, что вот именно такое вот повышение квалификации все-таки оно отличало и сыграло, может, какую-то роль. Сейчас немножко с этим у нас стало проще, особенно в последние 2 месяца мы онлайн, мы можем это делать онлайн, но тут главное понимать это, что это необходимо в себя, что мы будем вкладывать в себя завтрашнего, послезавтрашнего, так сказать, а не просто вот посидеть и потратить время. И вот это вот очень хорошо давали понять вот такие, такие вот повышения, можно сказать, квалификации для обычных библиотекарей, обычной ЦБС. Вот. А так, в остальном нет, все то же самое, все так же с детишками работать, все так же с книжками, с информацией, вот прям в принципе, на самом деле отличия никакого-то и нет. Вот так. Ага, спасибо большое. И мы сразу переходим к третьему вопросу, да? А правда ли, что наша профессия скучная, Мария Витальевна? Да? Можно сказать, да, существует очень много стереотипов, ну, некоторые, они потихоньку сейчас уходят, да, но смотря вот, анализируя вот после наших экскурсий, да, современные дети, они думают, что наша профессия слишком скучная, унылая, у них до сих пор в голове сидят эти стереотипные мысли, особенно вот стереотипный, можно сказать, рисунок библиотекаря. Это должна быть обязательно бабушка, обязательно злая, хмурая, вечно ругающаяся и требующая тишины. И они думают, что библиотека сама по себе скучная, и библиотекари тем более. Как вы вот развеете этот миф и ответите на этот вопрос?
Может, не надо развеивать, может, все-таки скажем, что она скучная, монотонная, занудная профессия. Нет, конечно, шутим. Я на самом деле была уверена, что вот эти стереотипы, они очень быстро иссякнут, да, ну вот как ты сказала, да, они уходят, ну, очень медленно, но уходят, да, но некоторые прям держат, конечно, свою марку, особенно вот этот стереотип, которым, так сказать, заражены многие, которые считают и говорят: ой, я бы тоже посидела кафедрой и книжку давала. Но, как мне сказала наш отдел кадров и так далее, ну, слушайте, у вас такая профессия, видимо, вам все-таки, у вас есть, вам, ну, как сказать, вам нужно правильно заменять, то есть просто человека, библиотекаря не заменишь, допустим, на временно, когда кто-то ушел в декрет, все равно нужно искать специалиста, а это же о чем-то да и говорит, да. Я помню, даже когда-то в Инстаграме пост выкладывала вот это вот на эту тему, что вплоть до самых ближайших знакомых и родственников считают, что профессия стереотипная. Ну, вот такое, ну, то есть не профессия стереотипная, они смотрят на нее, да. И вот недавно с вами вот с молодежью встречалась, молодой зеленой, тоже вот рассказывала историю, что в рамках декады несколько лет назад проводили профориентационное мероприятие для школьников в Центральной городской библиотеке, и я очень хорошо помню отзыв, он, наверное, где-то у методистов даже лежит, что один мальчик написал, что мальчик, главное, да, я закончу школу и буду методистом в библиотеке. Так что потихонечку, конечно, медленно, но верно, стереотипы эти уходят, да, и на самом деле сейчас благодаря вот этому оперативному информированию, то есть социальные сети, интернет, общество же наблюдает и видит, что библиотеки — это не только книги. Если заметили, то сейчас каждый, ну, любой человек может стать частью нашего библиотечного мира. То есть, как мы сейчас их называем волонтерами, допустим, да, но, то есть не тот, который будет стоять действительно заниматься сугубо библиотечными делами, а вот такой, как, скажем так, станет таким проводником и мостиком между профессиональной деятельностью и пользователями. Ну, мы же готовы ко всему новому, мы открыты всегда, мы готовы к сотрудничеству. И библиотекари сейчас очень помогают, на самом деле, может, это не так и заметно, но они очень помогают ориентироваться во всем информационном потоке. Ну, сейчас его же вообще в изобилии, да, и вот формируем свои базы данных для этого, для удобства. И все это же требует разнопрофильных специалистов. Поэтому не хотелось бы говорить, что вот мы можем помимо того, что выдавать книги, это и, как очень любят говорить, мы и сценаристы, еще кто-то, еще что-то. Ну, это да, это есть, да, но на самом деле там же глубже, по идее, это все сложнее, это только человек, который действительно проработает несколько лет в библиотеке, он потом и то до конца не понимает, но уже формирует какую-то у себя в голове систему работы библиотекаря с населением. Вот, я бы хотела сказать, что это на самом деле может... И это складывает стереотип, что у нас снаружи видно одно, да, а внутри на самом деле другое. Вот так. Спасибо большое, да, и, ну, и мы тоже надеемся, что мы будем все больше проводить такие профориентационные мероприятия для будущих студентов, для студентов, ну и для тех молодых людей, которые, может быть, еще в поиске себя, и будем дальше развеивать вот эти мифы и приглашать уже, получается, открывать двери на эту профессию. Обязательно, Спасибо да, большое. надо, Ну, а да. теперь расскажите, пожалуйста, о самых необычных и интересных, по вашему мнению, акциях, мероприятиях, которые реализовались в нашей ЦБС. Ой, а может, Которые прям, можно сказать, прогремели и вот очень долгое время были у всех на устах. У меня тут хочется сказать, что так каждый, на самом деле, проект нашей ЦБС. У меня такое ощущение, что ты что, про что-то конкретное хочешь сказать, и я что-то в вот голову именно вот возьму. хочется узнать, да, вот именно то мероприятие, да, которое вот, наверное, никто, наверное, не ждал, что вот это провела именно библиотека. Ну, слушай,
Как-то, а зачем так? Вот тут смотри, я как-то так не могу, потому что, может, это с позиции сотрудников так видно, да, с моей позиции немножко по-другому на это все как бы наблюдается. Честно, я не могу запомнить все проекты, потому что я хочу, ну, потому что 18 библиотек, и у каждой есть что-то свое, есть что-то большое городское, да, согласна, да, и поэтому то, что вот как ты сказала, ой, а это провели библиотеки, что ли, вот я так даже и не думала, потому что я смотрю на все проекты, во-первых, в долгосрочном порядке, долгосрочно это как, да, я считаю, что очень классная акция сейчас будет, удивлена, коллеги, да, на самом деле, но я считаю, что это очень замечательная акция, она традиционной стала в День города, это книга дарения, вот, да, и мне кажется, ее ждут, вот ее реально ждут каждый год, и поэтому я считаю, что вот эта вот акция, вот ее можно как-то тоже завернуть, и уже будет, ну нет, хотя нет, она сама по себе самостоятельно очень хорошая, да, наша программа якутсковедения, да, вот это вот нужно, да, заворачивать в какую-то обертку, вот действительно, чтобы было понимание у нашего населения, для чего все это делается. Отсюда очень замечательно вытекает проект информационно-библиографического отдела, это «Мой Якутск», портал, здесь можно, я бы прикрепила ссылки, или ты можешь пока поискать, прикрепить, да, чтобы в чат кинуть, тоже, на самом деле, очень важная работа делается на этом портале, я считаю, что это очень крутой проект. Также экскурсии библиотек наших, вот их нужно развивать, вот они затормозились, но это очень тоже проект, который, ну, имеет будущее. Библиотечный волонтер, театр книги, это вообще ни с чем не сравнимо, театр книги тоже нужно поддерживать на уровне. И на самом деле самым большим проектом нашей ЦБС я бы назвала концепцию смарт-библиотеки. Полностью саму именно концепцию смарт-библиотеки. Не брать в отдельности какое-то что-то ее наполнение, а именно вот для начала, по крайней мере, что есть такая концепция, которая отличается от каждой библиотеки, ну, даже, можно сказать, нашей республики. Вот, поэтому как-то так. А вот уже исходя из концепции смарт-библиотеки, понимаете, оттуда уже следуют другие мероприятия, которые проходят внутри. Но что положило начало этому? Соответственно, сама концепция. Согласись все-таки с этим, да? Поэтому как-то вот, есть еще же маленькие акции, проекты у каждого филиала, особенно если брать наши, как я называю, со своим микроклиматом, то есть это наши сельские библиотеки, там они у себя так вообще же очень хорошо работают, так как население именно, ну, оно ограждено, оно находится в селе, а не раскидано по городу, где каждая библиотека может пересекаться друг с другом. Поэтому как-то так. Может, ты хочешь что-то сказать, и я бы дополнила, потому что у меня в голове либо пусто, можно сказать, либо наоборот столько проектов всяких, что уж... Ну вот тут именно не упомнишь всего, да, правильно. Хочется пожелать, чтобы у нас в дальнейшем тоже были очень много интересных вот акций, мероприятий, которые бы в будущем тоже продолжали ломать этот стереотип. И хочется, чтобы в будущем все говорили это, и все наши мероприятия были на устах, и чтобы люди удивлялись, что вау, библиотеки и не такое могут, оказывается. Но смотри, ну тут хочется сказать, да, ты права, конечно, да, но обязательно ли ломать стереотип? Вот в чем дело, да. Дело в том, что мы-то идем в своем правильном направлении, да, и мы как-то на самом деле, мы не считаем, наверное, что мы ломаем стереотип. Это как окружение, население, не знаю, ну вот те люди, которые считают, что есть какой-то стереотип, это они должны просто пересмотреть, а мы должны просто им в этом, наверное, как-то помочь, скорее всего, но как-то, чтобы специально, что мы ломаем стереотип, мне кажется, это так не надо, что мы идем в правильном направлении, да, и просто пока идти по нему, пробовать так, и там Ну да. уже остальные поймут. Ага. Ага, спасибо большое за ответ. И я хочу еще раз спросить вот вопрос. Какой вы видите библиотеку как институт в будущем лет эдак через 10-15? А может и даже через 20? Будут ли библиотеки? Если и будут, то какой будет вот именно библиотека будущего, на ваш взгляд?
Мгм. Ну, то, что библиотеки будут всегда, это однозначно. Вот прям я готова даже спорить, если кто-то говорит не так, да. Вот заметьте, библиотеки не имеют узкого профиля. Вот тут все согласятся на 100%. Даже если посмотреть, у этого слова есть множество определений, как учреждения, институты, и они все разные, но они все, ну, реальные, там нет чего-то такого, что это было бы неправильно, да, и они весьма правильно и грамотно, ой, как сказать, описывают деятельность библиотеки как в прошлом, настоящем, так и будущем, да, и к чему это, да, что библиотеки же существуют, ну, настолько давно, что насколько можно себе представить, да, и они существуют, и они подстраиваются же под изменения и в обществе, и в экономике, они же есть, все меняется, вокруг все меняется, и так будет всегда, потому что это настолько многопрофильное учреждение, которое будет необходимо обществу, причем иногда оно этого может и не знать, это общество, да, но смотри, насчет будущего, да, мы, вот если взять январь 2020 года, это прошлое, да, согласитесь, и мы все с вами, все были в этом январе, все, если бы там, может, вопрос задали такой же, ответ мог бы быть немножко на него другой, но заметьте, но мы сейчас, по сравнению с январем, мы сейчас в будущем, будущее наступило, и какое, вот взгляните за окном, да, ну все, хаос, апокалипсис, да, а что библиотеки-то? А библиотеки что сделали? Они взяли и подстроились. Они очень правильно, грамотно взяли и подстроились, как и все предыдущие столетия до сегодняшнего дня. Поэтому, так сказать, библиотеки же не исчезли, мы же здесь есть, и просто немножко, как сказать, подформатировались, и тут встает уж наш любимый вопрос, который мы тянем последние несколько 10 лет, да, это электронные книги традиционные, мы просто перешли в электронный формат. Но ничего же на самом деле практически не изменилось. Нет, конечно, много изменилось, но имеется в виду, что библиотека-то есть, как она была, так и есть, да, но мы как-то сейчас учимся работать немножко с другими инструментами, в том числе вот переходим немножко таки на электронный формат, электронное чтение книг. И поэтому какими будут библиотеки через 15-20, так сказать, я в январе не могла сказать, какими они будут через 2 месяца. Представьте себе, что будет реально через 15-20 лет, да, что у нас будет за окном, если сегодня такая ситуация. Но Да, библиотеки будут вот прям на 100%. Просто мгм, какими они будут, это же другой вопрос, да. да. Вот так. Ну да, и если судить особенно вот этот период, можно сказать, пандемии, да, мы в Мгм. библиотеке очень хорошо перестроились и плавно, можно сказать, или у кого-то резко перетекли вот именно в формат онлайн. И, ну, тоже, с одной стороны, я тоже считаю хорошо, так как я тоже, у меня тоже идет такая дилемма, традиционные книги или электронная библиотека. Очень долгое время была против электронной библиотеки, но ситуация вот, ну, получилась так, что тоже вот перешли А вот в онлайн-электронную библиотеку, получается, насчет да? электронных, да, тоже хочется сказать, допустим, у меня никогда не было деления. Вот кто меня знают, они вот просто, потому что а, э, информации, а какая разница, в каком формате ты получаешь то, что тебе необходимо? Я согласна, в электронном виде удобнее, да, там можно сделать определенные выжимки, закладки, определенно все, это для работы, это вот ну, очень удобно, да, и сейчас очень многие с этим согласятся, и это действительно так и есть. Книги, они становятся уже таким форматом наслаждения больше, ну, традиционные книги, да, вот уверена, что уже очень большой процент людей именно по работе больше переходит в электронный формат, а в традиционном формате уже читают книги, которые либо перечитывают, либо которые у них в библиотеке будет, либо которые одолжили, ну, в библиотеке, соответственно, вот, в электронном уже немножко вот. Поэтому я хочу сказать, что лично для меня вот вообще, ну, вот никак не делю. Есть такая книга, есть такая информация, это одна и та же, в принципе. Поэтому Ага, вот. ага, Мгм. спасибо большое за ответ. Ну, да, дорогие наши слушатели нашей, можно сказать, Zoom-конференции, если у вас есть свои вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь. У нас сейчас идет, можно сказать, диалог на равных с директором Якутской ЦБС с Андреевой Марией Витальевной. Так что, если у кого будут вопросы, пожалуйста, спрашивайте, не бойтесь, не стесняйтесь. Ага, будем только рады вашим вопросам, пожеланиям. Так что добро пожаловать, можно сказать, в чат. Ага, ну и, можно сказать, у меня последний вопрос, да?
Мгм. Мгм. Это вопрос такой вот традиционный, можно сказать, да, наш очень Не пугай. любимый вопрос, да. Порекомендуйте, пожалуйста, нам, да, можно сказать, своим коллегам, будущим коллегам, а, э, книги местного, нашего местного, да, российского и одного зарубежного автора, Хм. которого вы посоветуете вот именно почитать. Хорошо, спасибо, Татьяна. Да, тут есть такой момент, не буду лукавить, да, но с местными авторами я начала знакомиться относительно недавно. Так как у меня в школе не было профильного предмета, основную базу я получила в институте, когда училась. Но в детстве я очень любила якутские сказки, да, на русском читала сама, по-якутски мне читали родители, соответственно. В подростковом возрасте я прочитала «Далан», «Глухой Вилюй», и была в восторге, естественно, на русском языке, да, перевод. На якутском языке я училась читать посредством рубрики ужастиков, может, помните, «Ведерсас» была газета, да, и там, кажется, была в конце такая рубрика, и там очень коротенькие ужастики, и прям вот это единственное, наверное, что я реально читала на якутском, да, но мне нравилось, да, и поэтому тут есть такой момент, что рекомендации обычно даются из собственного опыта. Я перечислила то, что читала я, в принципе, и то, что могу порекомендовать, да, но тут круг будет очень узким, но как 75-летие Победы у нас в этом году, я тогда, знаете, порекомендую вам прочитать книгу, в принципе, любую книгу Ивана Ефимовича Негенбля, все мы его знаем, да, а если уж более сузить, то, допустим, вот я у него все книги просто прочитала, да, книгу «Аляска-Сибирь». «Трасса мужества». Она есть в электронной библиотеке Национальной библиотеки, там можно почитать, в принципе, да. Так что будет возможность, прочитайте «Аляска-Сибирь», Иван Негенбля. Это, получается, у нас местный автор. Российскую не буду про классику говорить, не буду, что это. Там на самом деле вариантов очень много, и знаете, попробуйте прочитать любую книгу Сорокина и сделать отзыв о ней, да, вот, мне бы было интересно, на самом деле, да, если прочтете книгу Слезкина «До правительства», я буду просто безмерно рада с вами ее обсудить. Вот эта книга такая на 900 страниц такого большого формата, да, это книга года 19-го года у нас, ее написал Слезкин, и он ее написал на английском языке сперва, а потом перевел на русский, вот, и она называется «До правительства», она рассказывает о революции 18-го года до 40-го года, получается, но очень таком неоднозначном и интересном формате. Вот. А также я недавно давала рекомендации в Инстаграме у себя Марина Чечнева, просто книжка, ну ладно, там лежит, «Повесть о Жене Рудневой». Я ее рекомендовала своему узкому кругу читателей, еще раз повторю, так как тоже 75-летие, почему бы и нет, «Повесть о Жене Рудневой», Марина Чечнева. Вот. И зарубежная. Вот тут сложно, потому что, да, зарубежную литературу, оказывается, очень много читаю, но я всем рекомендую последний год, вот ровно год, кстати, да, книгу Уильяма Стора «Селфи», она в смарте есть, она в этом есть, в Литресе, называется «Селфи», и, ну, это такая книжка, это не художественный нонфикшн, и Ричарда Фейнмана, вы, конечно, шутите, мистер Фейнман. Я ее давно хочу порекомендовать, и тут, пользуясь случаем, я ее рекомендую, поэтому Ричард Фейнман, это физик американский, и он написал очень классную книжку, сам про себя, так скажем, да, называется «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман». Вот, поэтому пока как-то вот так. Такие рекомендации. Не слышно, Тань? Включи микрофон, Татьяна. Татьяна, микрофон. Ой, извиняюсь. Спасибо большое за такую интересную рекомендацию. Мы обязательно у себя в Инстаграме тоже сделаем. Лично от вас тоже рекомендацию. И Ага. у нас вот в чате вижу вопрос, да? Мгм. Какой совет напутствие можете Да, дать вижу. новым сотрудникам?
Хорошо. Так, я знаю, кто это дал вот этот вопрос, да. Ну, новым сотрудникам, это как в любой организации, в любом учреждении, ну и наш ЦБС, это всегда в первую очередь, как прислушивайтесь к опытным специалистам, но формируйте свое отношение или мировоззрение, ну, особенности к своей работе, конечно, да, но очень важно на самом деле перенимать опыт более опытных коллег. Вот, это я лично от себя, как говорю, да, вы, может, другое мнение есть, но вот если все-таки попробовать вот как-то, как сказать, ну, в принципе, я сказала правильно, просто у меня тут сообщение пришло, я отвлеклась. Да, я все-таки работаю и сижу, поэтому, я думаю, ответила на самом деле на этот вопрос. Да, ага, спасибо большое. Еще Ага, и вижу еще вопрос, вопрос. да? Можете рассказать вот про свое хобби? У меня настолько много хобби, те, кто подписан на меня в Инстаграме, наверное, это знают. У меня такое ощущение, я сама от себя поражаюсь, думаю, у меня каждый месяц меняется, но на самом деле они со мной продолжительностью всю свою жизнь, мои хобби, да. Ну, некоторые возникли по мере взросления или еще что-то, перемен в жизни, но основные это что, да, я люблю, вот у меня синтезатор стоит, поиграть на клавишных, да, не очень, конечно, но чисто для души нравится, да, я занимаюсь, чем еще, ну, был спорт, но сейчас он куда-то исчез, ладно, да, вышиваю крестиком, очень прям это дело люблю, ну, что, на самом деле, Татьяна, у меня же много, подскажи, я даже сама не знаю, что Да, сказать, да? я знаю, потому что я тоже такой человек, Ага. интересуюсь одновременно всем и вроде бы одновременно ничем не интересуюсь, тоже вот из одного, можно сказать, да. Ага, Поэтому вот, люблю ну и пешие еще тоже, походы, да, в горы хожу, с парашютом да, вы еще, прыгала. по-моему, коллекционируете еще что-то. Я открытки коллекционирую, да, которые придут на мой почтовый ящик, именно на мое имя. У меня большая коллекция открыток. И еще коллекционирую книжки. У меня, ну, разные, как-то я не могу понять, пока определиться, конечно, но да, поэтому надо будет привести коллекцию, нам в деревне у бабушки, дедушка лежит. Ой, слушай, как-то, да, прям даже не знаю, на самом деле много всякого будет, да. Да. Я видела ваши коллекции, можно сказать, они очень большие, очень огромные. Ага. Очень, очень интересно, да. Ну вот, спасибо большое вот за такой, можно сказать, ответ, да. И у меня еще один последний вопрос, его Мгм. задали по WhatsApp. Мгм. Ага. Ага, тут спросили, в каком книжном мире вы бы хотели быть главным героем и почему? Каждый раз, когда я читаю книгу, я хочу быть героем в этой книге, поэтому самое дольше всего продержался Гарри Поттер, он в топе вот Ну, просто. наверное. Да, но я бы хотела быть и героем и у Алексина, помню, в свое время, и у Волкова. Это у меня с детства идет, вот прям, да, так, если перечислять, так идти, поэтому конкретного определения нет, это все зависит от того, что я читаю или что сейчас происходит в моей жизни, как-то так. Мгм. Мгм. Да, наверное, у всех есть такое, да? Все в той или иной степени, Конечно, каждый раз меняем свои роли и становимся главными героями все новые и От новые книг, можно отчасти же, сказать. читая книги именно художественные, переживая жизнь вместе с героем, мы учимся и узнавать себя же на самом деле, да, Да. свои какие-то эмоции, свои желания. Ага. Мгм. Меньше Спасибо минуты пишет, у нас большое, время да? заканчивается. Да? А? Время заканчивается, меньше минуты. Да, да, у нас время заканчивается, осталось 1,5, можно сказать, минуты. Ну и тогда я хочу подвести уже итоги, можно сказать, нашей вот такой маленькой небольшой встречи. Ага, во-первых, хочу поблагодарить наших коллег, что присутствовали сегодня. Спасибо, Мария Витальевна, за такие честные, открытые вопросы, потому что, да, Ответы. как вы говорили, да, у нас не всегда происходят вот такие, можно сказать, открытые диалоги, вот прям на равных, да, простые, можно сказать, собрания. У нас, правда, сейчас все работа, работа, работа. И я вот считаю, что сегодняшняя встреча была очень полезная, тем более перед завтрашним торжественным днем. Мгм. И хочу еще раз поздравить, да, и если у вас есть какие-то напутственные сейчас слова, да,
Что Ну, можно спросить? что я могу сказать, если я сейчас успею что сказать? На самом деле, да, спасибо, что пригласили. Интересный формат, согласна, но тут на самом деле зависит от того, кто слушал. Тут больше, Мгм. может, Да. зависит от коллеги, не коллеги, да, вот обратную связь, если какую-то получить, было бы замечательно. Вот, и всем отличной весны, несмотря на то, что у нас происходит, всем, как сказать, позитива. Завтра у нас праздник, всех с наступающим праздником, коллег я еще завтра поздравлю, а те, кто тут не коллеги, но будущие коллеги, это будущий ваш праздник тоже, 27 мая, очень хорошее время, очень такое красивое время для тех, которые празднуют свой профессиональный праздник, поэтому всем всего хорошего, спасибо, что пришли, вот, прямо днем, в среду, во вторник. Да. Ага, да, еще раз спасибо большое. Тем более у нас